ladies and gentlemen, the next fight in featherweight division, introducing, fighting out of the blue corner. His professional record, 2 wins, stands 170 centimeters tall his way, 68 kilograms, fighting out of Kurgantube, Tajikistan, Emomali Haibata. His opponent fighting out of the red corner. His professional record, 2 wins, 1 loss. Stands 176 centimeters tall his way, 68 kilograms. Fighting out of Astana, Kazakhstan. Harsalыгыздар, Bagashar Koralasov. Referee Manap Kabdiyev. Бойцы на середину. Внимательно слушай мою команду. Правила знаете, не нарушаем. Пожали перчатку. Удачи. Ну что ж, Манап Кабдиев секундировал о том, что начинается бой, а я хотел бы тоже секундировать начало этого боя вот таким вот приятным звуком. Это открылась баночка Гориллы Energy, нашего любимого энергетика. Горилла — это сила для твоего главного боя. Поехали. И с нами они уже много лет. Много лет, друзья, и, возможно, кто-то из этих парней также задержится в Найза или продолжит свою карьеру в AMC Fight Night. Только в случае, конечно, яркого выступления сегодня. Бой начинается с разведки. Пока что нет никаких активных действий. Как-то более собрано смотрится Багашар. Вот, но при этом видно, что Эмомали тоже пришел не отбывать номер, а попытался сейчас как раз достать своего соперника лоу-киком достаточно плотным. Так немного даже зажато. Надвигается Багашар, занимает центр, прижимает соперника уже к сетке. Эмомали выбрасывает лоу, попадает. Уже второй лоу-кик, и на самом деле это достаточно грозное оружие. Если ты отключишь ногу своего соперника, то у него будут проблемы с передвижением. Но вот, кстати, только это сказал, видимо, Багашар слышит, и он также ответил лоу-киком в ответочку. С места очень классно вложился, причем в этот лоу. Продолжает Багашар действовать первым номером. Да, хороший был джеб, и причем сейчас Багашар забирает центр клетки, вот, что на самом деле в глазах у судей будет приносить ему активность. Вот теперь от него жесткий лоу-кик, и, слушай, кричит толпа, видимо, очень много людей за Багашара пришлось сегодня топить. Но мне кажется, что топ-тим, это ведь понятно, это объяснимо. Хорошая серия была, и один удар точно достиг цели. 100%. Хайбатов неплохой тайминг может поймать. Да. Неплохой перевод через удар. Как раз такая традиционная борцовская уловка. Удар под проход. И вот сейчас контролирует сверху Эмомали своего соперника. Пытается улучшить позицию. А Багашар пытается встать и как будто на Кимуру пытается выйти. На Кимуру свип. Вот сейчас встает. И борьба у сетки у нас начинается. Да, за спиной находится Эмомали, разворачивается Багашар достаточно просто. После этого еще и разворачивает соперника и продолжает работать. И очень легко разрывает. Но как будто Багашар сам не хочет бороться, потому что в ударке у него получается все тоже очень даже ничего. Но это при том, что база-то Эмомали — это ММА, а вот у Багашара, ну, он тоже разносторонний боец. А защищался он отлично. Рукопашка, Пагратион, точнее, грязь. Да, пробил сейчас корпус своему сопернику. И прям, да, хороший удар. И, по-моему, прочувствовал Эмомали. Сжимает соперника. Работает по ногам. Сейчас уже Багашар, до этого Эмомали, я думаю, хотел делать это. И вот сейчас неудачная попытка перевода от Эмомали. Колено неплохое. И нужно, конечно, ему вырываться от клетки, потому что у Багашара там все очень хорошо получается. Да, блокирует руки, но при этом Багашар в этот момент активно задействует колени и продолжает наступать. Но, конечно, Эмомали что-то нужно делать. Либо переводить соперника, потому что нужна какая-то передышка в такой момент. Ну да, он чувствует себя некомфортно, особенно когда прижимает спину. Ой, подломилась нога, было достаточно жестко. И, кстати, Багашар забрал шею своего соперника, наносятся жесткие колени. Да. Еще одно. Нужно... Да, если... О, слушай, очень жестко было. Это было жестко. И пытается Эмомали дотронуться рукой до настила канваса. Хватается за шорты, так хвататься нельзя. Он просто колено пытается удержать, да, Багашара. Он пытался как-то минимизировать урон от вот этих коленей, потому что очень видно было, в лоб он получил больно. И все, злые колени Багашара продолжают работать. Борьба за корпус. Идет борьба за корпус. Эмомали в ней, похоже, проигрывает, а Багашар как раз хотел просто выбраться. Ему борьба это невыгодна, потому что ударки у него получаются отличные. Как же качественно борется за позицию Корласа каждый раз.
и очень легко вырывается, в случае, если это ему необходимо. Ну, оба немножко, мне кажется, задышали сейчас вот после всех этих завязок. Минута до конца у нас первого раунда, и мне кажется, что мы увидим второй в этом бою. Ну, первый определенно остается за Кураласовым. Хотя до конца еще целая минута. Ну, Здесь я любые согласен. варианты возможны Хайбатов. Да, сегодня себя достаточно чувствует Хайбатов уверенно, понимает, что он забирает, и вот, да, нет-нет, лоу-кик закинет. Кураласа, прошу прощения, Кураласа, конечно. Хайбатов буквально вжимался до этого в сетку, и вот теперь уже осознал. Тут и активный тренер подсказывает ему, секунданты. О том, что 30 секунд остается до конца. Кураласов. В принципе, немножко, да, ребята замедлились. Я думаю, что у них будет как раз вот это вот время, 30 секунд, чтобы обдумать, что нужно менять. Попытался сейчас Кураласов флайн кни оформить, но не получилось. Секундирует нас о том, что да, осталось всего 10 секунд. Наступает все так же Кураласов. Но это все. Да, очень много интересных возможностей может быть у Багашара во второй пятиминутке. Собственно, как и у вас, если вы воспользуетесь сайтом Найза, ведь это собственная платформа с множеством интересных возможностей. Возможность голосовать за лучшего бойца месяца, по итогам которого боец получает бонус от лиги. Рейтинги в разбивке по весовым категориям. И тем, кто приобрел подписку, скидка в 15% на мерч Найза. А самое главное, что как раз на сайте Найза комментируем мы с Дидаром. Очень хороший бонус. Ну что ж, у нас начинается второй раунд. Немножко замедлились скорости. И теперь, кстати, вот, видимо, сказали что-то Эмомали, его секунданты, потому что он перестал работать вторым номером, а пытался и пытается жестко занять центр клетки. Но с таким напором от его соперника, я думаю, что у него не получится долго сделать. Вот удар в пах. У Багашара есть сейчас 5 минут восстановиться. Но, в принципе, наверное, нет смысла ему. Ну и по его реакции можно понять, что эти 5 минут ему точно не понадобятся. Да, и вот эти 5 минут, они же идут тоже и на руку сопернику, он тоже восстанавливает силы, так что, конечно, нужно возвращаться быстрее к бою, потому что у Багашара все хорошо получается в нем. Он очень хорошо контролирует дистанцию, держится комфортно для себя расстояние от соперника, проход от Эмомали. И, знаешь, не хватает мощи Эмомали, да, вот как бы вроде взял неплохо, но просто не хватило сил. Причем это даже переводом ты не назвать, то есть попытка перевода. Он просто-напросто уперся и такое ощущение толкал Багашара в сторону. Ну да, я к тому, что он успел забрать корпус, в принципе, достаточно низко, не знаю, присел. Просто не хватило силы физической. И вот сейчас такая перестрелка коленями, в которой Багашар намного лучше смотрится и намного больше урона наносит. Мы это видели уже по первому раунду. И вот сейчас хорошо корпус пробил, еще раз хорошо пробил корпус и перевел на настил как раз его соперника. И вот, знаешь, не хватает как раз Багашару чуть-чуть борьбы. Ударки, все в порядке, но вот из этой же, например, позиции он мог бы как-то стянуть, попытаться поддушить. Безусловно, очень грамотный геймплан, определенно, но да, не хватает, наверное, зрелищности. Он очень грамотно разбирает соперника. Однако можно было и попытаться с нокаутом пойти. В городке 2 крюка вот этого Кураласова. И опять повторяется у нас сценарий первого раунда. Теперь опять в центре клетки у нас Кураласов. И, в принципе, не очень понятно, что Хайбатову в этом случае делать. Потому что когда вот он в центре, у него есть какие-то там шансы и возможности. А вот сейчас он просто пропускает много, потому что именно на руках прям в Кураласов видно, что на уровень выше. Ну и разряжаться начинает Багашар. Но чувствует Больше Хайбатов. огрызнулся, да, Хайбатов сейчас. И вот сейчас такой интересный был акс-кик. Не достиг своей цели. Слышим, как поддерживают Кураласова стены. Как говорят, стены помогают. Это вот как раз про сегодня. Обрати внимание, как он разворачивает лодыжку. Хайбатов постоянно он пытается прочувствовать, когда он оказывается у сетки, где вот этот край, и тут же пытается оттолкнуться, уйти в обратную сторону. Ну да, Пытается закручивать соперника. точно не в его интересах застаиваться там, потому что назад ты не отойдешь, и вот практически все джебы, которые выбрасывает твой соперник, попадают тебе в голову. Да, пытается раздергивать. Кураласов опять кстати, прямые вот пошли. неплохой сейчас был от Хайбатова какой-то размен, но при этом не хватает ему мощи. То есть ударил, да, попал, да, но ни к чему это не привело. Но тут уже и второй раунд. В отличие все-таки от предыдущих боев, здесь есть определенная конкуренция. Можно предположить, что у Хайбатова какие-то есть козыри в рукаве.
Вот, И вот за спиной он неплохо забрал оказывается. спину, но, опять же, я думаю, не хватит ему сил. Вот стягивает он своего соперника, а тот просто сразу берет и встает. Борьба в центре клетки. Нужно что-то придумывать срочно Эмом Али, иначе уйдет победа в руки его сопернику. Влетает сейчас Богашар с коленом, опять попытка флайм-ни, еще и несколько раз с рук попадает. Очень интересное прозвище у него, у Эммали, Лап Ягуар. А знаешь, у кого есть такое же прозвище? У известнейшего бойца, который сейчас в UFC дерется. И Но ты не скажешь. я сейчас Забыл. вспомнил имя, да, представляете, забыл, я столько раз не записывал интервью. Пока Эммали пытается развить успех, Коралас вновь подловил соперника, очень грамотно развернулся вовремя и вот здесь уже не летим. Да, Ну, вот нет. разница в уровне борьбы как раз, потому что действительно Караласов это ударник, а Хайбатов чувствует себя комфортно в грэпплинге, да. Что-то да на стиле. Ну, да, здесь уже вынослив. Здесь уже, конечно, бензобак. Понятно, что топлива остается все меньше у Хайбатова. Кораласов гоняет оппонента. Тот затратил уйму сил на то, чтобы спастись в предыдущем эпизоде. С разворота локоть. Оу! Бэкфист, неплохая Хорошая, попытка бэкфиста, Караласова. но, правда, не прошла она. Лойк Раджабов зовут бойца, которого никнейм Лапка Ягуара. Я не знаю, как я не смог вспомнить с первого раза. Вот сейчас пришло. Там лапка, а здесь лапа. Ну, лапа, конечно, да, это уменьшительно ласкательно, конечно. Конечно же, лапа. Ой, кстати, Класс. неплохая заруба прям для нас у комментаторской позиции. И заканчивается второй раунд. И не Ну, такой, выровнялись. да, паритет. Ну, чуть лучше, конечно, Богашар. Да. По крайней мере, акцентированных ударов он нанес больше. И вновь. Так, сантиметр за сантиметром отвоевывает он. Да, опять Понятно. хороший был джеб от Богашара. Эмом Али должен, наверное, что-то придумать, если хочет в этом бою победить. У него есть только одна возможность — это победить досрочно. Поджимает клетки Богашар своего соперника, бьет по корпусу, переводит с корпуса на голову. И вот пропускает, да, неплохой удар, но при этом сразу же отдает должок. Опять вопрос в тоннаже удара. Здесь уже не хватает мощи. По-моему, даже не прочувствовал попадание Богашара. Хороший был джеб по бороде. Но уже, знаешь, как будто Богашар тоже больше работает на очки, как будто идет на финиш. Да, и вот хорошо зарубился Эмом Али. Ну, то есть Коралас пробил в корпус, и тут же, посмотри, он не просто наступает, он летит на соперника. А Эмом Али пытается спастись в борьбе, и, в принципе, как раз эту атаку он пережил, ее затормозил. И вот, кстати, первый, по-моему, успешный такой перевод от Караласова. По-моему, до этого, да, ни одного перевода он Не делал. было контроля практически. Опять это все говорит о уровне навыков. Богашар Вот, очень кстати, хороший. хорошо, да, глубоко достаточно Караласов заходил сейчас, то есть просто ему нужно пробовать. А вот Хайбатов, я думаю, что хочет максимально сейчас, чтобы его партнер не переводили, хотя у него же получается там поработать, почему бы не попробовать. Забирает спину Караласов, что-то новое он придумает. Видимо, знаешь, он переживал за свой уровень борьбы, боялся попробовать, сейчас попробовал, получается. Почему бы и нет, Стал третий раунд. реализовывать. Он прекрасно понимает, что пока на судейской записке 29-27. Это, наверное, ему сказали и тренер. Развернул. Оказывается, за спиной уже у Мамали. Хайбату, но нет полноценного контроля. 20-18. На записках сейчас 20-18, наверное, все-таки. А, да. У нас, да, трехраундовый бой. Не знает, что предпринять Хайбатов. Просто видно, что немножко он расстроен своим выступлением, судя по лицу. И, наверное, хочет просто уже дотерпеть до конца. Не видно какого-то огня. И вот, мне кажется, это минус для любого бойца, потому что ты должен до последней секунды пытаться что-то сделать. Нам показывает история ММА то, что ты можешь выиграть всегда. Главное — желание. Растягивает Караласов своего соперника. И вот именно из-за вот этой психологии, знаешь, у него все, мне кажется, это получается. Потому что в первом раунде ничего подобного Хайбатов сделать себе не давал. Просто уже подломился, скорее всего. Да и сил уже не хватает, откровенно. В первом раунде мы видели, как замедлился. Во втором раунде, как замедлился Хайбатов.
В третьем раунде значительных изменений нет. Наоборот, Фроласов И вот знаешь, говорят же, что тебе один бой дает там 100 тренировок. И вот мне кажется, для Караласова, который, прошу прощения, да, для Караласова, который уже возрастной парень, 29 лет, для ММА с рекордом 2-1, ему как раз очень не хватало вот этих боев, и он сегодня понял, что, он умеет бороться позиционно, он может там перебивать своего соперника, и в принципе вот он сформировавшийся боец ММА. Нужно было ему, наверное, с первого раунда все это пробовать миксовать, вот, но хорошо, что он к третьему раунду это понял, что все получается. единственный момент, связанный с Багашаром, ему уже 29 лет. Да, он, конечно, часто бьется в последнее время. По факту дебют уже на профессиональной арене состоялся в 23-м году. И вот в этом году это уже второй бой для этого парня. В принципе, можем предположить, что к осени он может быть готов уже к третьему поединку. Это при том, что он совмещает деятельность Тренера военным. и- Капитан. капитан. Он является капитаном. Не хватает немножко ему, знаешь, граунд-энд-паунда, пока такая позиционная борьба, еще бы добавить туда ударов, и было бы вообще хорошо. Больше борется он за позицию, да, накидывает он колени. Причем делает это довольно креативно. Мне сразу это вспомнил удар Кевина Рэндельмана. Такое ощущение, как будто даже не понимает, куда он сейчас бьет, просто демонстрирует, что находится в активной фазе атаки, и все. Ну, знаешь, на самом деле вот эти удары довольно больничие. Я понимаю, просто он не доносит их до задней поверхности бедра, как, наверное, и должно быть в этом случае. Ну да, продышался, показал, что он может бить, показал, что может бороться. ММА, наверное, стоит менять весовую категорию. И, ну, с другой стороны, парень все впереди, 19 лет. Зал. Багашар говорит о том, что давай зарубимся, давай сейчас здесь продемонстрируем зрителям то, что они хотят. Нам нужен Гейджи Холлоуэй 2. И хайкик от него, подхват от Эмомали, но все, он отходит и, правда, не готов принимать бой прямо здесь сейчас, да, эту зарубу. Winner by unanimous decision, fighter of the red corner, Багашар Хораласа!